В эфире программа про деньги на канале Якутия-24. Иногда долги по кредитам и микрозаймам затягивают как болото. Сначала кажется, что выплатить легко, но с каждым месяцем проценты и штрафы нарастают. И здесь Якутия, к сожалению, в числе антилидеров. Давайте посмотрим на свежие данные за март этого года. Согласно данным, республика занимает третье место в России по объему кредитной нагрузки на одного работающего жителя. В среднем это 841 тысяча рублей. Это долг на человека. При этом парадокс. Якутяне стараются платить вовремя. Ведь доля просрочки у нас всего 3,5%. Это один из лучших показателей в стране. Но ситуация меняется. В целом по России долговая нагрузка граждан снизилась до минимума. С 2019 года сейчас на платежи уходит почти 10% от доходов. Однако риски остаются, ведь доля проблемных необеспеченных кредитов, это кредиты без залога, стабилизировалась на уровне чуть более 13%. А по ипотеке за первые месяцы этого года просрочка выросла сразу на 10%. Но это статистика, а на деле все может быть совсем по-другому и намного хуже. Если брать, к примеру, среднестатистическую семью, то можно увидеть такую картину. Когда ежемесячный платеж по кредитам составляет половину от суммы доходов или в некоторых случаях больше половины. Так как в одной семье, как правило, от 2 до 5 кредитов, включая кредитные карты и целевые кредиты, в основном на покупки в рассрочку. Казалось бы, доля просрочки у нас всего 3,5%. Это один из лучших показателей в стране. Но даже эта небольшая цифра – это тысячи семей, которые оказались в долговой яме. И вот тут им вроде бы нужно брать паспорт и идти в банк. Но люди поступают иначе. Почему? Мы, эксперты, главной причиной называем страх и стыд. Потому что человек боится, что в банке на него накричат, откажут или еще хуже, узнают коллеги или соседи. Ему кажется, что он один такой неудачник. И в этот момент на горизонте появляются те самые раздолжнители из соцсетей и телевизора. Красивые слова «спишем долги за полгода», «ничего не платите», «большая гарантия» звучат как приговор к освобождению. Обещают чудо, берут последние 20 или 100 тысяч рублей за юридический анализ, а по факту просто загоняют клиента в процедуру банкротства, которую тот мог бы запустить и сам, но гораздо дешевле или вовсе бесплатно. Что же делать, если зарплата упала, а платить нечем? Как не утонуть в процентах и сохранить хоть какие-то нервы? Именно об этом мы поговорим с управляющим отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антоном Коноплевым. Иногда долги по кредитам и микрозаймам затягивают как болото. Сначала кажется, что выплатить легко, но с каждым месяцем проценты и штрафы нарастают. Руки опускаются, а в голову лезут мысли то ли спрятаться от коллекторов, то ли обращаться к сомнительным раздолжнителям. Что же делать, если зарплата упала, а платить нечем? Как не утонуть в процентах и сохранить хоть какие-то нервы? И об этом мы поговорим с управляющим отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антоном Коноплевым. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, начнем с главного, да, потому что вот ситуация такая, когда человек понимает, что зарплата снизилась, платить кредиты нечем, поскольку в каждой семье их не один, бывает даже не два, а больше. И кредиты эти могут быть и в банках, и в микрофинансовых организациях. Вот что делать в такой ситуации человеку? Ну, если человек попал в ситуацию, когда у него есть один или несколько кредитов, займов, и он чувствует, что он не может своевременно осуществлять платежи по этим займам в соответствии с условиями договора, то, конечно, самое главное здесь не прятаться, обратиться в кредитную организацию или в микрофинансовую организацию и, объяснив ситуацию, постараться все-таки урегулировать сложившуюся ситуацию. Все-таки человек, когда оформляет на себя кредит, он, наверное, взвешивает свои возможности, да? Ну и вдруг, если у него случились какие-то непредвиденные события, изменилось, так сказать, его финансовое положение, у него может такая ситуация возникнуть. Поэтому
он объясняет то, что у него произошло, и вместе с кредитором ищет, собственно, решение. Сейчас в Российской Федерации сложилась достаточно устойчивая система, двухуровневая система, да, когда, с одной стороны, существует закон Российской Федерации, который защищает заемщиков и который дает им определенные льготы. И существуют со стороны кредиторов также определенные программы, определенные, можно сказать, методы, да, когда человек, попавший в такую ситуацию, может найти выход. И в этом случае, конечно, первым делом я всем рекомендую обращаться к своему кредитору, объяснив ситуацию. Угу. Какую именно ошибку совершают должники или заемщики, да, когда перестают просто платить по кредитам? Главной ошибкой, наверное, можно назвать, знаете, когда человек начинает прятаться. Когда он не отвечает на звонки, не исчезает из мессенджера, да, то есть не обращается в кредитную организацию, то есть старается сделать так, чтобы его не заметили, авось само рассосется, да, оно само собой не пройдет. Все-таки, когда я здесь еще раз подчеркну, что человек, занимая деньги в микрофинансовой организации или в кредитной организации, он берет деньги чьи-то, да, то есть деньги в банке — это деньги вкладчиков, которые банк временно распределяет и выдает кредит. Поэтому кредитор, конечно, будет заниматься вопросами возврата выданных денежных средств. Поэтому эта ситуация, когда человек прячется, она неуместна, и все равно его найдут и с ним будет работать. Но в этом случае заемщик себя показывает как не совсем добросовестный, и, конечно, кредиторы в этом случае относятся к этому немного настороженно, мягко скажем. А если у человека несколько кредитов и в разных банках, он думает, наверное, так, что ладно, с одним разберусь, с этим подожду. Как в такой ситуации быть, если у человека несколько кредитов, и он не может платить ни по одному? Или, например, выбирает только платить, например, по какому-нибудь самому маленькому кредиту, или, наоборот, в том банке, в котором у него открыта зарплатная карта? Такая ситуация возможна. Люди пользовались возможностью взять кредиты, удовлетворить свои потребности, и у них могло сформироваться такое, например, 3 кредита и заемы в микрофинансовой организации. В этом случае есть такая программа «Комплексное урегулирование задолженности», и целесообразно воспользоваться ею. Да? Как это сделать? Выбрать, наверное, банк, где самый большой кредит, и обратиться в этот банк, да, с предложением: хочу комплексное урегулирование задолженности. Сложилась такая ситуация, прошу, оказать содействие. В этом случае кредитная организация берет на себя функцию урегулирования взаимоотношений с другими кредиторами и в течение 30 дней должна предложить заемщику решение, которое позволит ему комфортными суммами, да, все-таки продолжить осуществлять погашение взятых ранее кредитов. И еще раз хочу подчеркнуть, что кредиты гасить, раз вы взяли, нужно гасить. Угу. Получается, что человеку достаточно обратиться за этой услугой в любой банк или есть определенные... Теоретически можно обратиться в любой банк, но, наверное, правильнее или, может быть, удобнее будет обратиться в тот банк, где наибольший кредит. Такое условие. Не обязательно, это не обязательно. А работает это на ипотечные кредиты, или это только потребкредиты, кредит-карты или микрозаймы? Комплексное урегулирование, оно распространяется на все виды кредитов, поэтому ипотечные кредиты, они обычно очень большие для такого обычного заемщика, поэтому, наверное, их стоит рассматривать отдельно. И по ипотечному кредиту со своим кредитором разговаривать индивидуально, потому что там есть другие приемы, как урегулировать задолженность. Тогда получается, что эта программа, о которой вы сейчас рассказали, это те же самые кредитные каникулы или нет все-таки? Или это немножко другое? Это другое. Кредитные каникулы — это когда человек может на период до 6 месяцев вообще прекратить выплату. Написав заявление в кредитную организацию. Такое право заемщику дано законом о потребительском кредите, и
Ну, конечно, должны быть соблюдены ряд условий. Да? Во-первых, это должно ограничение по сумме. Вот, можно, наверное, сказать, что для кредитных каникул сумма, например, для кредита на автомобиле составляет не более чем 1 миллион 600 тысяч. Для обычного значит, кредита 450 тысяч, а кредита по кредитной карте не более 150 тысяч рублей. То есть это, вот, наверное, главное условие. Да? Но одновременно с этим еще ряд условий, которые должны тоже выполняться, и человек должен соответствовать этому. Кредитные каникулы выдаются один раз на протяжении всего кредита, но человек может, значит, получить их по двум основаниям. То есть получается дважды. Да? Но вот для одного кредита все-таки это одно. Оснований два. То есть когда у человека складывается тяжелая жизненная ситуация, и когда человек теряет работу, и размер заработка падает более чем на 30%. То есть вот эти два основания, вот по этим двум основаниям можно воспользоваться кредитными каникулами. А были ли у вас на практике вообще, вот вы же контролируете всю банковскую систему, да, были ли жалобы от заемщиков, когда им отказывали в кредитных каникулах? Ну, такие, наверное, обращения, во-первых, эти обращения идут в кредитную организацию, законом установлен исчерпывающий список требований. Если человек им не соответствует, то можно, ну, банк вправе отказать в кредитных каникулах. Да, такие случаи были. Получается, что человеку мало того, что ему нужно принимать ответственность за заемные средства, которые он принимает, то есть платить ежемесячный платеж, то ему еще нужно научиться смотреть вперед, то есть стратегически мыслить немножко и брать те суммы, которые он может потом, ну, которые помогут ему потом в случае, если у него сложится трудная жизненная ситуация или он потеряет работу, чтобы он мог воспользоваться кредитными каникулами. То есть если кредитную карту человек оформляет, то есть она не должна превышать 150 тысяч рублей, правильно? Ну да, можно устанавливать такие лимиты, например, на кредитную карту можно поставить лимит не более чем 150 тысяч, тогда как бы можно претендовать на кредитные каникулы. Ну, по другим кредитам другие, соответственно, лимиты. Но вот сейчас происходит такая трансформация экономики, да, структурная перестройка, и ситуации, когда у человека возникают проблемы с работой, они возможны. Это, ну, в какой-то степени даже нормально в такой период. Вот. И человек не мог это предугадать, и в этом случае он, понимая, что, например, его заработок не восстановится, он может взять кредитные каникулы. В этом случае обратиться, например, в Центр занятости населения. Сейчас государство проводит очень большую политику по трудоустройству, переобучению людей, да, по выплатам там различных пособий, стипендий и так далее. И вот в этот период, 6 месяцев, человек может получить другую работу, другую специальность и продолжить уже на другом месте, так сказать, работать, зарабатывать и продолжить погашение кредита на прежних условиях. Конечно, любое повышение квалификации, оно подразумевает повышение заработной платы. Например, человек, если не работал в промышленности, он может переучиться, уйти в промышленность, и, естественно, работая вахтовым методом, он будет зарабатывать, ну, в полтора-два раза больше, да, чем зарабатывал. Вахтовый метод, это может быть там крайний случай, да, но вот сейчас освоение новых современных IT-технологий, там, использование искусственного интеллекта, это тоже меняет и повышает квалификацию сотрудника, человека в частности, да, и он становится ценным сотрудником, да, который может, ну, лучше трудоустроиться. Здесь тоже имеет смысл посмотреть по сторонам, оценить, вот, и вот, может быть, воспользоваться вот этой паузой в платежах для того, чтобы изменить свое, ну, так сказать, материальное положение, а может быть даже и социальный статус. Да. Ну, по потребительским и целевым кредитам понятно. А вот что делать в случае с ипотекой? С ипотекой тоже действуют кредитные каникулы или там есть какие-то другие программы? Да, там тоже есть ипотечные каникулы, основания примерно такие же. Единственное, что ипотечные кредиты, они больше, как правило, да, поэтому там лимит по кредиту это установлен в 15 миллионов, не более. В этом случае человек может рассчитывать на получение каникул по ипотечному кредиту. Воспользоваться кредитными каникулами могут все или есть отдельные какие-то, может, моменты для социальной категории граждан?
Они, конечно, имеют дополнительные льготы, и они могут рассчитывать на определенные дополнительные условия, смягчающие получение каникул. Но в любом случае кредитные каникулы дают семьям и вообще заемщикам, физическим лицам передышку. Также? Да, это вот период в 6 месяцев, в который человек не платит по кредиту однозначно. Период, на который рассчитан был кредит, он продлевается, Мгм. и после кредитных каникул человек продолжает выплаты в том же размере, в том же темпе, Ну, то есть там до ничего не полного увеличивается, погашения. просто увеличивается Да, сам период. да, совершенно верно. Ничего не увеличивается, просто продлевается, и в этот период, Ну, это замораживается выплата. хорошо, тогда, а если человек понимает, что вот вообще не может платить, вот даже кредитные каникулы ему не помогут, что он еще может сделать? Ну, в этом случае надо, наверное, подумать, все-таки попав в такую ситуацию, как мы с вами неоднократно говорили, да, то есть финансовые вопросы, они требуют такой осторожности, взвешенности, да, и последовательных действий. Поэтому надо посмотреть, может быть, человеку имеет смысл расстаться с каким-то имуществом, ненужным, сформировав сумму и ускорив погашение кредита, да, или смягчив. А одновременно с этим, как я сказал, надо обратиться к своему кредитору, и, может быть, кредитор имеет свои программы дополнительные, да, направленные на то, чтобы помочь человеку, исполнить взятые на себя обязательства. Например, программу, как реструктуризация кредита. Мгм. Это изменение срока выплат, да, что приведет к снижению ежемесячного платежа, изменение валюты кредита, изменение может быть, стоимости. Вот. Ну да, получается, что это же очень такой, на самом деле, очень дельный совет, потому что банки же сейчас дают возможность даже то жилье, которое находится в залоге по ипотечному кредиту, дают возможность заемщику продать и закрыть ипотеку, получается, а на оставшуюся сумму человек может приобрести, например, наименьшей площадью квартиру или дом. Потому что, если брать наш регион, да, вот все равно я смотрю статистику, и недавно мы записывали выпуск по строительству частных домов, и раньше все-таки квадратура частных домов была больше, гораздо больше. Стоили 2-3 этажа и так далее. А это же тоже заемные деньги, да? Они строились на заемные Да, то деньги. есть стоимость строительства всегда Да. больше, и стоимость ипотечного кредита была больше, и человек может воспользоваться правом, если он не может осуществлять платежи по ипотечному кредиту, воспользоваться правом, реализовать это имущество, по согласованию, конечно, с кредитором. Ему дается 4 месяца на такую процедуру, он может продать, погасить кредит, да, но остаток забрать себе, потому что, возможно, цена недвижимости изменилась с этого времени. Ну да, то есть здесь опять же мы возвращаемся к вопросам финансовой грамотности и ведению бюджета. Совершенно верно, да. Финансовая грамотность, она с нами все время. Да. Когда потребление, оно выходит совсем на границу всех доходов, да, и когда человек балансирует всегда по краю, как говорится, идет, да, он может сэкономить какое-то время, подкопить подушку безопасности для того, чтобы любые потрясения, любые форс-мажоры его не выбили из колеи этого стабильного, так сказать, устойчивого финансового положения. Антон Анатольевич, а можно ли решить проблемы с долгами с помощью раздолжнителей? Вот они по телевизору везде яркие вывески размещают, да? В мессенджерах отправляют сообщения. И эти сообщения буквально кричат: избавим от долгов за полгода с гарантией стопроцентной. И как людям объяснить, можно ли обращаться в такие компании? Вообще и к таким людям? Как объяснить людям, мы сейчас поговорим, да, мое отношение скептическое. Первое, на что бы я предложил обратить внимание, это на яркую рекламу, да, когда яркая реклама, всегда что-то продается, что выгодное продавцу. Это такой первый признак. А потом надо читать, собственно, что написано, да. Что они обещают? Они обещают избавить вас от долгов, они обещают прямо со дня обращения, да. Они обещают вам списать долги, они обещают, что вы будете просто значит, как только вы к ним обратитесь, значит, и вы будете счастливы, и долгов у вас не останется. На деле, на практике это происходит совершенно не так.
Да? То есть человек приходит, заключает договор, платит деньги, после этого должнитель начинает водить его за нос. То есть кредитор в этом случае от своих обязательств не отказывается. Никто за человека платить деньги не будет, потому что, ну, как бы это большие деньги, да? То есть здесь вот простая житейская логика должна человека остановить от обращения. Вот. Это первое. Второе, вот те деньги, которые люди потратят на оплату услуг, вот этих раздолжнителей, они могли бы потратить на погашение кредита и уменьшить сумму, уменьшить свои платежи, да, обратившись опять же к кредитору и урегулировав этот запрос. Поэтому обращаться к раздолжнителям, ну, я не рекомендую, к этому надо относиться с осторожностью. Вот. И если человек, ну, совсем попал в ситуацию, когда не видит выхода, еще раз подчеркну, что надо обратиться к кредитору. И с кредитором вместе подумать, как сделать. Все-таки люди, которые работают в финансовых учреждениях, они более грамотные, подготовленные, имеют, как правило, профильное образование, могут предложить. Ну и потом вы не первый, кто, наверное, к ним обращается. Есть определенный накопленный багаж знаний, Конечно. когда они могут предложить вот, какое-то решение для вас персонально. Но вот они же обещают, что, например, мы сделаем вас банкротом, или вы станете банкротом, и вам вообще никому ничего не нужно платить. Вот это правда это или нет? Банкротство у нас бывает, значит, судебное и внесудебное, да. В этом случае, кстати, вот к раздолжнителям они просят денег, а банкротство внесудебное, оно бесплатно. Его можно оформить, подав заявление через МФЦ. Но банкротство — это последний такой крайний случай, ну, как бы, последний шанс, что ли, да, остаться на плаву и правомерно урегулировать свою задолженность. Надо понимать, что это не значит, что ты подал заявление и никому ничего не должен. Нет, не так. Во-первых, это длительная процедура, где надо доказать, что ты действительно несостоятелен, да? Что у тебя отсутствуют какие-либо там возможности, активы, имущество там и так далее. Мало того, в этом случае на часть имущества может быть наложен арест, оно может быть реализовано, останется только единственное жилье, в котором ты проживаешь, да? В случае судебного регулирования назначается финансовый управляющий на твои активы, который за каждую операцию, назначенную судом, берет деньги отдельные. Дальше он реализует твое имущество без твоего ведома, как говорится, да, потому что он назначен судом. Плюс к этому все финансовые операции ты должен согласовывать с ним. То есть даже сама процедура банкротства, она очень тяжела для человека, длится продолжительное время, до 6 месяцев, да, то есть это вот минимум 6 месяцев. А в некоторых случаях банкротство длится там 1,5-2 года, ну, когда большое количество активов там, или есть какие-то споры, или, значит, еще какие-то ситуации. То есть это тоже... Эта мера существует, законодательно она урегулирована для того, чтобы вот эту процедуру ввести в правовое поле. Да, можно объявить себя банкротом и выполнить вот эту процедуру, но по ее завершению ты 5 лет не можешь брать кредиты, ты не можешь занимать руководящие должности, там, то есть там дальше тебя сопровождают еще ограничения. Ну, там предпринимательской деятельностью, по-моему, нельзя заниматься, да, Да, в течение то есть там 5 лет? вот есть определенные ограничения, которые возлагаются на банкрота. Ну и надо понимать, что факт банкротства попадает в кредитную историю, и он с тобой на всю оставшуюся жизнь, да? То есть он не стирается? Он не стирается, даже если ты как бы там прошел, ну, человек был банкротом, объявлял себя банкротом. То есть человек не умеет распоряжаться финансами, не может планировать финансы. Ну, кто такой банкрот, да? То есть человек, который набрал денег и не смог их отдать. Да? То есть вот примерно это тоже надо понимать, что банкротство — это решение проблемы, но это не простой и легкий путь. Это наиболее, мне кажется, это вообще самое сложное. Да, то есть эта метка банкрота, она с тобой потом всегда будет. Это проблемы с трудоустройством. Даже пусть не формальные ограничения, но это проблемы с трудоустройством, лишние вопросы у работодателей, да, и так далее.
Ну а чтобы не попадать в такую ситуацию, я бы рекомендовал всем повышать уровень финансовой грамотности, проходить курсы, которые вот Банк России разрабатывает, да, это курс «Практичные финансы», где можно вот в такой игровой форме попробовать, как это будет, если ты попадаешь в ситуацию, когда не можешь расплатиться со своими долгами. Ну, пусть в игровой форме, но тем не менее, да. Повышение уровня финансовой грамотности дает как раз возможность вот, ну, как бы спокойно, вдумчиво, о чем мы с вами на ваших передачах всегда подчеркиваем, спокойно, рассудительно распорядиться собственными финансами. Абсолютно верно. Спасибо вам большое, Антон Анатольевич. Давайте напомним нашим телезрителям, что в этом году Банк России будет проводить опять летние занятия в летних лагерях, правильно, по дол-игре. Да. Вот. И вы уже знаете, что есть такой сайт Финкульт.Инфо, куда вы можете зайти и повысить свой уровень финансовой грамотности, например, прочитав статью о том, как не попасть в руки черных кредиторов или узнать, кто такие раздолжнители, уже более подробно окунувшись в эту тему и рассмотреть тему банкротства уже более детально. Делитесь нашим выпуском, отправляйте ссылки своим друзьям и знакомым, особенно тем, у кого есть проблемы с долгами. И я уверена, что наши полезные советы им помогут. Антон Анатольевич, до новых встреч. Жду вас в гости всегда. Спасибо, до новых встреч. Я благодарю Антона Анатольевича за этот откровенный разговор на такую сложную тему. Что же мы вынесли из этого интервью? Давайте зафиксируем для себя основные тезисы. Если вы поняли, что денег на платежи не хватает, то не прячьтесь. Звонки от банка – это не приговор, а сигнал к диалогу. Во-вторых, помните, закон на вашей стороне. Есть кредитные и ипотечные каникулы, есть реструктуризация и даже механизм комплексного урегулирования всех долгов сразу. Будьте бдительны. Помните, что раздолжнители из рекламы – это, скорее всего, лишние траты и новые проблемы. Банк и государство помогают абсолютно бесплатно, а платные спасатели чаще всего забирают последние. Четко обозначьте для себя свою позицию. Банкротство – это не веселое обнуление, а потеря имущества и 5-летний запрет на кредиты. Этот вид избавления от кредитной нагрузки – самая крайняя мера. И самое главное – помните, что безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня вы в яме, завтра с помощью соцконтракта, с помощью центра занятости или просто честного разговора с кредитором вы уже делаете первый шаг наверх. Не бойтесь просить о помощи. Это не стыдно, это разумно. С вами была программа про деньги на канале Якутия-24. Следите за своими финансами, но не позволяйте страху управлять вашей жизнью. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.